Путешествие творческой группы программы «Экотуризм» на этот раз превратилось в живую историю, разворачивающуюся в самом сердце гор историю, где природа, человек и редкие животные соединяются в единой неповторимой картине. Наша экспедиция на автомобиле Нива продолжалась 4 дня и 4 ночи. Это было не просто перемещение из одной точки в другую, а переход из одного мира в другой. Съемки начались на выезде из Хорога и продолжились в безмолвных и загадочных высокогорьях Ургабского района. На всем пути природа раскрывалась во всем своем многообразии и великолепии. Где-то горные вершины были покрыты вечными снегами, а где-то долины и равнины оживали благодаря нежной зелени. Каждый поворот дороги становился новым открытием, а каждый пейзаж уникальным образом. У въезда в Ургабский район нас ожидал редкий и незабываемый момент. Перед нами внезапно появился сибирский горный козел, символ силы и стойкости дикой природы. Его спокойное и величественное передвижение по горным склонам удалось запечатлеть крупным планом. Это были не просто кадры, а настоящая встреча человека с первозданной природой. Численность этого редкого вида с каждым годом увеличивается. По запросу охотничьих хозяйств в 2026 году был проведен учет численности сибирского горного козла с участием ученых Академии наук Таджикистана. По итогам подсчетов в Горно-Бадахшанской автономной области зарегистрировано более 32 тысяч особей. По словам нашего собеседника из Комитета по охране окружающей среды, сибирский горный козел встречается в различных регионах Таджикистана, а охота на этот вид осуществляется только на основании специальных разрешений. Согласно распоряжению председателя Комитета по охране окружающей среды, было запланировано изъятие более 400 особей сибирского горного козла. В течение сезона было добыто свыше 30 животных. Наше путешествие продолжилось вдоль стремительных рек, чистейших родников и живописных озер, каждая капля которых, словно зеркало, отражает безоблачное небо. Здесь природу не только видишь и ее чувствуешь, вдыхаешь и сохраняешь в сердце.
Кульминацией экспедиции стало посещение Центра реабилитации снежного барса в Мургабском районе. Это место является не просто специализированным центром, а настоящим убежищем надежды для одного из самых редких животных планеты. Снежный барс, занесенный в Международную Красную книгу и Красную книгу Республики Таджикистан, как вид, находящийся под угрозой исчезновения, обитает на высотах от 2800 до 5000 метров над уровнем моря и относится к семейству кошачьих. ببری برفی یکی از حیوانات‌های نادری عالم حیوانات تاجیکستان به شمار می‌رود و Снежный барс – одно из самых редких животных Таджикистана. Он обитает в высокогорных экосистемах и считается очень чувствительным к состоянию окружающей среды. В некоторых регионах его называют ирбисом. По данным ученых, снежный барс встречается в 20 горных хребтах страны, от севера до юга Таджикистана, включая территорию Горно-Бадахшанской автономной области. Согласно оценкам специалистов Академии наук Таджикистана и Комитета по охране окружающей среды, в республике насчитывается от 400 до 500 особей снежного барса. Этот вид играет важнейшую роль в природной экосистеме, находясь на вершине пищевой цепи. Его исчезновение может привести к нарушению экологического баланса, поэтому сохранение снежного барса имеет огромное значение. و از در صورتی از طبیعت نیست شدن آن یعنی ویران شوی همین زنجیره با میان اومدنش ممکن است. برای همین حفظ نگهداری این در طبیعت بسیار یک مهم است. Для защиты этого уникального животного на национальном и международном уровнях разработан и реализуется ряд программ и стратегий. سال 2017 В 2017 году в городе Бишкек состоялась международная конференция по вопросам сохранения снежного барса, по итогам которой была принята Бишкекская декларация. Ее подписали 12 государств, на территории которых обитает снежный барс, в том числе 5 стран Центральной Азии, а также Бутан, Индия, Пакистан, Россия и Монголия. Участники договорились обеспечить сохранение экосистем и природных ландшафтов, необходимых для обитания этого редкого животного. Республика Таджикистан также присоединилась к декларации и в его рамках разработала собственные национальные программы и стратегии. Учеными и специалистами совместно с Комитетом по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан разработана и принята национальная программа по сохранению редких видов животных, включая снежного барса на 2024-2028 годы. В рамках программы предусмотрены меры по защите природных экосистем и сохранению редких горных животных, являющихся кормовой базой снежного барса, среди которых винторогий козел, архар Марко Поло, сибирский горный козел и другие виды. Особое внимание уделяется борьбе с браконьерством и сохранению мест обитания редких животных. Ежегодно ученые-исследователи проводят научные и просветительские работы по изучению этих животных и их среды обитания. Основные исследования осуществляются в южных районах страны и на территории Горно-Бадахшанской автономной области. از طرف کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان Ежегодно 23 октября Комитет по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан отмечает Международный день снежного барса. В этот день проводятся конференции, семинары, круглые столы и различные информационно-просветительские мероприятия, посвященные сохранению этого редкого вида. Кроме этого, в Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области создан Центр реабилитации снежного барса.
Центр реабилитации снежного барса в Мургабском районе, созданный в рамках национальной программы по сохранению редких видов животных на 2024-2028 годы, занимает территорию площадью 10 гектаров. В его состав входят диагностический и лечебный корпус, специальные вольеры для содержания животных, а также просторная территория для свободного передвижения снежных барсов. В центре оборудованы 3 лабораторных кабинета, жилые помещения и кухня. Уходом за снежными барсами в Мургабском районе занимаются 4 сотрудника. В реабилитационном центре все создано с соблюдением современных требований и мер безопасности. Здесь опытные специалисты круглосуточно работают над спасением жизни редких животных. У нас созданы хорошие условия. Есть современная лаборатория, необходимое оборудование и лекарственные препараты. Комитет по охране окружающей среды Республики Таджикистан оказывает нам большую поддержку. В основном мы занимаемся лечением животных. Мы постоянно поддерживаем связь со специалистами. При необходимости нам предоставляют необходимые медикаменты. Мы доставляем снежных барсов в центр, проводим осмотр, делаем инъекции и назначаем лечение. Каждый снежный барс в центре не только получает лечение, но и шанс вернуться в естественную среду обитания. В настоящее время здесь содержится 7 особей. У нас находится 4 самки и 3 самца. 2 животных молодые, 5 взрослые. Самому младшему около 9 месяцев, самому старшему 12-13 лет. Возраст этих редких животных обычно определяют по состоянию зубов и когтей. Точно установить возраст снежного барса сложно, поэтому оценки носят приблизительный характер. Отлов и доставка снежных барсов в центр осуществляются в тесном взаимодействии с местными жителями. Как правило, сюда привозят животных, которые из-за болезни, истощения или других трудностей в дикой природе начинают нападать на домашний скот. После лечения и восстановления их возвращают в естественную среду. У нас есть специальное оборудование для отлова снежных барсов. Когда барс проникает в хозяйство местных жителей и нападает на маленький скот, мы незамедлительно выезжаем на место и отлавливаем его. Обычно это происходит потому, что животному больно и испытывает голод и не может самостоятельно добывать пищу в дикой природе. Мы доставляем его в центр, лечим, кормим, а затем выпускаем обратно в природу. Если барс здоров, он не заходит в загоны для скота. Последний случай произошел 31 марта в Барганской долине, Рушанский район. Нам сообщили, что в селе Равмед снежный барс проник в загон местного жителя по имени Гульбек. У животного был поврежден один глаз. Мы выехали на место, отловили его и доставили в центр. Самым запоминающимся моментом экспедиции стала сцена, развернувшаяся прямо перед съемочной группой. Для сохранения естественных охотничьих навыков животных в центре один раз в месяц проводят тестовую охоту. В этот день были подготовлены 2 козла. По замыслу специалистов барс должен был выбрать желтого козла. Однако природа всегда вносит свои коррективы. Неожиданно снежный барс атаковал черного козла. Испуганное животное бросилось в сторону оператора. В следующее мгновение барс одним прыжком пронесся над его головой и настиг добычу. Эта сцена одновременно вызывала страх, восхищение и глубокое уважение к силе дикой природы. После происшествия сотрудники центра успокоили съемочную группу, объяснив, что снежный барс не представляет угрозы для человека.
راستش شنیدگی نیستیم که در تاریخ ببر برفی به اودم هجوم کردگی. Нам неизвестны случаи, когда снежный барс нападал на человека. Мы сами стали свидетелями произошедшего. Животное не проявило к нам агрессии. Она преследовала добычу и не обращала внимания на людей. ای قفوش دویدن سر کرد. Главная цель проведения тестовой охоты – определить, готов ли снежный барс к самостоятельной жизни в дикой природе. ما باید فهمیم که همون ببر برفی Нам необходимо убедиться, что животное способно самостоятельно охотиться. Для этого мы проводим специальные испытания, выпускаем в вольер мелкий скот, а затем снежного барса. Мы наблюдаем за его поведением, оцениваем состояние здоровья, ловкость, реакцию и охотничьи навыки. Если все показатели соответствуют норме, мы выпускаем животное в естественную среду обитания. میمونیم و بعد دیگر معلوم میشد. Центр реабилитации снежного барса – это не просто специализированное учреждение, а важный шаг на пути сохранения биологического разнообразия. В условиях изменения климата и усиления антропогенного воздействия численность снежного барса остается под угрозой. Именно такие инициативы помогают сохранить этот редкий вид. Продолжительность жизни снежного барса может достигать 20 лет. سینوسولش اگر در طبیعت باشد زیادتر یعنی 10-15 В дикой природе снежный барс живет дольше, от 10 до 20 лет. در جای مخ کمتر یعنی در В условиях неволи, например, в зоопарках, продолжительность жизни обычно ниже. این وابسته به تخمه اون هم هست یعنی Многое зависит от доступности кормовой базы. Основные угрозы для снежного барса в Таджикистане остаются браконьерство, جمهوری تاجیکستان اون عامل‌هایی که به ببر برفی تاثیر میرسونن این شکار غیر قانونی باشد دیگرش تاثیر تغییر آبی اقلیم یعنی последствия изменения климата, трансформация экосистем и конфликты с человеком, когда животное заходит в загоны для скота. Во всех погодных случаях мы стараемся сделать все возможное, чтобы вернуть барса в природу без вреда для его здоровья. Исследования показывают, что численность этого вида в Таджикистане постоянно растет. Если в 2016-2020 годах в стране насчитывалось около 350-400 особей, то сегодня, по оценкам специалистов, их число составляет от 400 до 500. Охота на снежного барса в Республике Таджикистан строго запрещена. За незаконную добычу этого редкого животного предусмотрена серьезная ответственность. Охота на всех видов редких животных запрещена, и охота на снежного барса находится под строжайшим запретом. На сегодняшний день случаев незаконной добычи снежного барса в стране не зарегистрировано. В случае выявления подобных нарушений виновные привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, законами о животном и растительном мире. За незаконную охоту на редких животных предусмотрены штрафы и иные меры ответственности, закрепленные как в Кодексе об административных правонарушениях, так и в Уголовном кодексе. Определить численность и возраст снежного барса непросто. Ученые используют комплексный подход, оценивая рисунок пятен на шерсти, размеры тела и особенности строения лап. Снежный барс особен преодолевать за сутки от 35 до 40 километров, а иногда и до 60 километров по горной местности. Во время мониторинга животное можно зафиксировать в одном месте, а уже через несколько минут обнаружить в другом районе. Для определения возраста и идентификации особей принимаются различные методики. Специалисты анализируют рисунок пятен на теле, форму хвоста, размеры животного и особенности лап. Кроме этого, используются лабораторные методы, в том числе генетический анализ, позволяющий определить состав рациона снежного барса и установить, на каких животных он охотится. Эти исследования проводятся учеными на постоянной основе. Снежный барс подразделяется на два подвида – юнсия и пантера-юнсия. На территории Таджикистана обитает подвид юнсия, который считается основным.
Ջումհուրի Թաջիկստան яки аз Республика Таджикистан является одним из ключевых регионов обитания снежного барса. Это связано с тем, что ареал животного здесь очень обширен. Барсы свободно мигрируют в соседние страны – Китай, Пакистан и Кыргызстан. Поэтому Таджикистан играет роль важнейшего ядра популяции снежного барса, а его сохранение имеет как национальное, так и глобальное значение. Ученые установили GPS-трекеры и зафиксировали перемещение животных из Таджикистана в Афганистан, а затем на Пакистан. Из-за обширного ареала изучения этого вида представляют значительные трудности, однако его сохранение имеет огромное значение для поддержания природного баланса. Специалисты отмечают, что снежного барса, как и домашнюю кошку, можно приручить с раннего возраста. Однако, несмотря на это, он остается диким хищником и представляет потенциальную опасность для человека. Если взять снежного барса в раннем возрасте, его можно приучить как домашнюю кошку, однако он остается диким животным. В отличие от кошки, снежный барс вырастает крупным и способен причинить вред человеку. В зоопарках животные привыкают к людям. Мы видели как примеры в Монголии и Российской Федерации, где барсов выращивали с детства, и они стали более контактными. Тем не менее, для человека они все равно представляют определенную опасность. Республика Таджикистан с ее величественными горами, ледниками и уникальной природой обладает значительным экологическим потенциалом. Именно такие природные условия создают возможности не только для сохранения биоразнообразия, но и для развития зеленой экономики. Экологически чистая продукция, рациональное использование природных ресурсов и развитие экологического туризма формируют основу устойчивого будущего страны. По мнению специалистов, организация экологических туров, в том числе возможность наблюдать за снежным барсом в центре реабилитации, может принести пользу сразу в нескольких направлениях. Было бы очень хорошо создать туристический маршрут к этому центру. Это принесло бы пользу и самому центру, и туристам. Сейчас туристы приезжают, но мы не можем разрешить им посещение. Они хотят увидеть снежных барсов вблизи. Это предложение получило поддержку, и, возможно, в будущем они будут реализованы. В целом, Горно-Бадахшанская автономная область, особенно Мургабский район, занимает особое место в развитии экологического и охотничьего туризма. Здесь, на высочайших точках Центральной Азии, человек и природа до сих пор сохраняют хрупкую гармонию. Особый интерес для туристов представляет повседневная жизнь местных жителей, которые живут в тесной связи с окружающей средой и бережно относятся к ее богатствам. Основным занятием населения в этом отдаленном уголке страны является разведение яков. Неподалеку от реабилитационного центра съемочная группа увидела стадо этих животных, что стало одним из самых запоминающихся моментов путешествия. Климатические условия Мургабского района хорошо подходят для разведения яков. Наряду с яками здесь также содержат местные породы крупного рогатого скота. Як – животное, приспособленное к жизни в высокогорных и холодных районах. Он отличается густой шерстью и мощными рогами. В Таджикистане яки в основном распространены на территории Горно-Бадахшанской автономной области. Молоко яка существенно отличается от коровьего и отличается высокой жирностью. Следует отметить, что благодаря высокогорному расположению Мургабского района здесь обитает большое количество редких и уникальных видов животных. В нашем регионе обитают медведи, архары Марко Поло, сибирские горные козлы, которые сегодня называют памирскими горными козлами, сурки, зайцы, лисы и волки. Еще одним редким животным, занесенным в Международную Красную книгу и Красную книгу Таджикистана, является архар Марко Поло. Этот вид встречается только в Горно-Бадахшанской автономной области, в том числе в Шугнанском, Ишкашимском, Рушанском и Мургабском районах.
Особенно в Мургабском, а также в Ишкашимском и Шугнамском регионах обитают животные, приспособленные к суровым климатическим условиям, в том числе архары Марко Поло и памирские горные козлы. Их численность в последние годы увеличивается. В 2025 году был проведен учет популяризации архара Марко Поло, по итогам которого численность этих животных превысила 30 тысяч особей. Помимо архара Марко Поло, в Мургабском районе обитают десятки других видов животных. Для рационального использования и регулирования животного мира, включая редкие виды, занесенные в Красную книгу Республики Таджикистан, правительство страны ежегодно устанавливает квоты на охоту, в том числе на архара Марко Поло. Одновременно принимаются меры по увеличению численности этого редкого вида. В Мургабском районе создан питомник по разведению архаров Марко Поло. Здесь осуществляется разведение животных для последующего расселения в других регионах страны. В настоящее время в центре содержится более 12 особей, отловленных в рамках квот, утвержденных правительством Республики Таджикистан. Для увеличения популяции был создан специальный питомник, где сейчас содержится 600 самок и 600 самцов. Сегодня в Мургабском районе функционирует развитая туристическая инфраструктура, способная принимать иностранных гостей. В Мургабском районе хорошо развита гостиничная сеть. В районном центре работает 6 гостиниц, а в каждом джамаате есть по 2 гостиницы. Для приема туристов созданы хорошие условия. Повсеместно проведено электроснабжение, работают кафе и столовые. Возможности для развития туризма здесь очень хорошие. С учетом богатого биологического разнообразия, уникальной флоры и фауны, а также других природных ресурсов, создание новых туристических маршрутов принесет пользу сразу по нескольким направлениям. В Мургабский район в основном приезжают любители экологического туризма ради знакомства с уникальными экосистемами региона, величественными горными вершинами, озерами и другими природными достопримечательностями. Самое большое озеро в Мургабском районе – Ховаркуль. Кроме него здесь находится озеро Джамшед, Зоркуль, Тузкуль и другие озера. Я считаю, что увеличение числа иностранных туристов, посещающих Мургабский район, будет способствовать улучшению уровня жизни населения. Люди смогут развивать сферу услуг и получать дополнительный доход.
Экспедиция творческой группы программы «Экотуризм» еще раз доказала, природа – это не просто красивые пейзажи, а живой мир, который требует уважения, бережного отношения и глубокого понимания. Каждый, кто приезжает в Горно-Бадахшанскую автономную область, а особенно в Мургабский район, уводит с собой не просто воспоминания о путешествии, а настоящую историю, которая остается в сердце навсегда. С надеждой на новые встречи и новые открытия, на стремление познавать природу, чувствовать ее силу и сохранять ее для будущих поколений, мы завершаем программу «Экотуризм». До новых встреч, пусть вам сопутствует благополучие и счастье.